я стою на дне озера Талдыколь. Здесь все отсыпано. Фактически вот этот дом на Сыганак 24. Все это стоит на воде, да, на отсыпанном грунте. И здесь было 70 гектаров озера. Отсыпали 57 гектаров из 70. Эти ужасающие кадры. Озеро номер 4 было в 2020 году, стало в 2024 году. Его просто не стало. Озеро номер 6 было в 2020 году вот так и стало в 2024 году. Я правильно понимаю, что вот прямо здесь были розовые фламинго? Да, все верно, да. Здесь в сентябре 2021 года прилетела группа фламинго из 11 молодых особей. Фламинго в столице. Стая краснокнижных пернатых облюбовала озеро Малый Талдыколь. В качестве артистов фламинго краснокнижные птицы будто позируют людям, а зрители наслаждаются видом пернатых, которых раньше видели только в зоопарках и по телевизору. А теперь этим фламинго больше некуда прилететь. Эти озера засыпали. Их больше не стало. Озеро Большой Талдыколь и Малый Талдыколь. Смотрите, насколько сократился. Все отсыпали. И вот эти все дома тоже стоят на озере Талдыколь. Видите, даже вот вода проступает. Видно, сколько бы они ни пытались здесь отсыпать, вода все равно поднимается. Вот эти все дома по улице Улудала, Туран, в Астане, они не подключены к центральной системе канализации. И до чего додумался Акимат Астаны? Они вот просто всю эту воду сливают сюда, в Талдыколь. Вот эти два сотрудника, они убежали. Сейчас, как только мы подошли, мы звоним в полицию, чтобы вызвать экологическую полицию. И хитрые, да, спрятали трубу. А знаете, почему эта труба долгие месяцы на болтах? Ее можно было бы убрать, заварить, но они специально оставили болты, чтобы по ночам скручивать и сливать канализацию в озеро. 13 мая, время 23:10, озеро Малый Талдыколь, участок номер 7, идет слив озера. Судя по всему, канализация, потому что есть характерный запах. Происходит, вы видите даже на качество воды, если обратить внимание. Да, ну, понятно, тут запах даже какой. Вот мы и поймали их. Указано Елюрда экосистем. И это не единственная точка сброса, попрошу обратить внимание, потому что, вот видите, рукава. Вот они также оттуда выходят. Полиция, как сообщила, что тут Букаев, сразу прислали кучу людей, чтобы убирать все эти шланги, чтобы скрыть следы сброса канализационных вод. Жігіттер, қашпаңдар, қалайсыздар? Неге алып тастап жатсыздар? Видите ли, Бакаев приехал. Скручивает все. 9 человек прислали, чтобы скрыть вот эти следы вот этого преступления, да? Я вижу, что здесь раньше же не было дороги, да? Не было. Она получается, поверх озера, да, и разделила вот озеро. Озеро. А я вот, ну, насколько вижу, нет там никаких систем перетоков. Нет. Ничего не прокладывает. Это же нарушение экосистемы. Вот, такого качества воду сбрасывают в озеро. Это вот событие произошло на наших глазах. Проложили трубу новую и сбрасывают воду теперь в озеро. Вот, исполнители скрылись вот в том направлении. Будущая хозбытовая канализация. Сейчас ее отсюда откачивают. Вот вы видите качество, да, здесь всякая жижа, грязь. Ее откачивают сейчас в озеро без каких-либо санкций. Устанавливают сети, и вот это, по сути, браконьерский лов. У нас сетями запрещено ловить. То есть, Руслан, правильно я понимаю, что вот здесь вот с этих ЖК сливают прямо здесь, где мы с вами обнаружили канализацию, да. И здесь же люди ловят рыбу и употребляют ее? Скорее всего, да, или сдают куда-нибудь на базар, что самое страшное. Посмотрите, какой красивый Талдыколь в центре нашей столицы. Можно было облагородить, сделать магнитом для туристов. Но нет же, наши власти решили тупо туда слить канализацию, все это отсыпать и уничтожить. Видите, какого цвета Талдыколь? Тут вся химия, бытовая химия, все отходы канализации. То есть вот эти все дома, видите, из красного кирпича построены, они стоят сейчас на озере? На озере, да. С ума сойти. Вот я вижу, что здесь все отсыпали. Получается, вот действительно, вот это все дно озера, да, Талдыколь? Это тело озера, да. И они вот это отсыпали, чтобы построить здесь вот эти таунхаусы? Да, таунхаусы и коттеджи. То есть у них вторая очередь будет коттеджи.
Да, и они это все называют элитный поселок в экологически чистом районе. Но умалчивают о том, что они закопали, засыпали природный водоем. Я боюсь, что вот эта насыпная их никак не спасет в будущем. По сути, у них-то в планах, если заглянуть на утвержденный генеральный план, который утвержден постановлением правительства в январе этого года, то здесь озера быть не должно. То есть они просто все это закопают, осушат, закопают. То есть, согласно генплану, акимат сам принял решение, что озера не будет, Талдыколь? Да, на предыдущей версии генерального плана, который действовал вплоть до января этого года, все 7 озер, группа озер Малый Талдыколь были на генеральном плане. Они были изображены как водоемы. А согласно функциональному зонированию, водоемы относятся к рекреационной зоне. Вокруг них должна была быть какая-то... Хорошо, при каком акиме должно было осушить? Корректировка генерального плана началась при Кульгинове. Видите эту чайку? Посмотрите, какая красота. Это наш Талдыколь. И можно было бы на фоне вот этого мегаполиса, как будто Манхэттен, Нью-Йорк, а это страна Нью-Джерси. И что здесь мы видим? В теле озера отсыпали строительным мусором. Посмотрите, какой беспредел. Нет, чтобы облагородить, создать для будущих поколений, чтобы этим мы все могли гордиться. Тут до дома министерства сколько километров? Вообще, до крыльца Охорды здесь 3,5 километра по прямой. Министру экологии тут всего 3,5 километра до Талдыколя, да? Вы позорники. Подайте в отставку. Как вам не стыдно? У вас под носом, да, засыпают озера, которым по 15 тысяч лет, и вы сидите, молчите. Блин, мне стыдно за вас. Здесь нарушили все, что только можно было. И земельный кодекс, и водный, и экологический. Все, что только, все нормы градостроительные. Все нарушено. Вы знаете, я считаю, что Кульгинова нужно вернуть и судить. По-другому вот никак. Такой нанесли ущерб нашему городу, нашей стране, а его отправили дипломатам. Я думаю, только чтобы спасти вот, да, от наказания. Господин Тукаев, хотите новый Казахстан? Возвращайте, судите, наказывайте по закону, потому что это ущерб для будущих поколений. Вы что, нарушите экосистему, которой более 15 тысяч лет, и все сойдет с рук, что ли? Это недопустимо. Вон Карань, вот лебедь, шипун плывет, вон он. Лебедь? Лебедь, шипун, вот белый. Точно. Мной на территории группы озер Малый Талдыколь зафиксировано обитание 174 видов птиц. На сегодня. 174 вида птиц. С ума сойти. Вот смотрите, самосвал сейчас вот выгружает очень. Вот здесь несанкционированная свалка строительных отходов. То есть со всех ближайших строек сюда все свозят. Здесь акиматом установлены водоохранные зоны и полосы вокруг этого водоема. Водоохранная полоса 35 метров, водоохранная зона 300 метров от уреза воды. И вот если вы от уреза воды, вот сейчас мы просто взгляд проведем, и вот, пожалуйста, вот в этой водоохранной установленной уже зоне 300-метровой, видите, во что все это превратили? Превратили все это в несанкционированную свалку строительных отходов. Тут от водоема, если считать, метров 20 всего и свалка. Ну, районный акимат в курсе вот этой вот свалки. Да, вот, пожалуйста, вот вода. Вот отсыпанная акиматом страшная якобы дамба. А вот смотрите, вот самосвал, очередной самосвал подъезжает. А, смотрите, они еще земельные работы проводят. Они земляные работы проводят, да, роют. уже готовят. Я так понял, весь этот мусор они не вывезут, а просто закопают. Да, закопают, здесь будет пятно застройки, да. Астана, вокруг степь. Ну какого черта? Ну начните строить дальше. Зачем вы стали засыпать озеро? Это ж такое преступление. Так, вот сейчас здесь видна линейная посадка деревьев, которые акимат анонсировал как первый этап реализации проекта экопарка. Но мы видим, что эти деревья вообще после 2 зим вообще не проснулись, да, не прижились, да, вот отдельные единицы деревьев еще. Столько мусора строительного, конечно. Нет, во-первых, их посадили в строительный мусор. Да. Это первый момент, да. Сажали крупномеры сразу, которые
попав в агрессивную среду, конечно, испытали колоссальный шок. И вот, пожалуйста, результат виден здесь уже на месте. Мой основной вопрос, я говорю, как вы можете вообще начинать проектирование, когда на водоеме не установлены водоохранные зоны и полосы, когда вы не знаете, от какой границы вам отступать? А им это же невыгодно. Им нужно оставить как можно меньше воды, чтобы узаконить вот это вот строительство домов. Потому что иначе они попадут там в водоохранную полосу или водоохранную зону, понимаете? И вот это все они до сих пор делают. Я недавно смотрел новость о том, как депутаты парламента в красивых перчатках там в центре Астаны садят деревья, все так классно. И проводят субботник акиматовский. Ребят, а вот это что такое? Вот это что? Это не Астана, что ли? Вот смотрите. Вот мы находимся на Талдыколе, да? Вот он левый берег. И вот такая вот картина. А почему вы сюда, никто из вас, чиновников, депутатов, никак не дойдет, не посмотрит, как вы загадили всю степь? Там реально конца края нет. Вся степь загажена. Вот не просто на десятки, на сотни гектаров.